На протяжении веков суровая земля Гренландии притягивала людей своей загадочностью и неприступностью. Этот огромный остров, покрытый льдами и снегами, кажется совершенно непригодным для жизни. Однако именно сюда стремились первопроходцы, ученые и искатели приключений. Сегодня мы разберемся, что их привлекало, как местные деньги стали символом борьбы за независимость, и почему продажа русской Аляски американцам изменила судьбу самого большого острова мира. Первые жители появились в Гренландии еще во время строительства пирамиды Хеопса в Древнем Египте, около 4500 лет назад. Это были арктические племена, пришедшие в Гренландию с территории современной Канады, в основном для охоты на промысловых животных. Долгие годы единственным населением Гренландии были инуиты и эскимосы. Даже сегодня эти народы составляют около 90% населения. В X веке на острове появляются скандинавы. Ранние викинги-поселенцы назвали остров Грёнланд – «Зеленая земля». В исландских сагах рассказывается, как норвежский викинг Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии за 2 убийства, отправился в изгнание вместе со своей немалой семьей. Он поселился на острове и дал ему нынешнее имя. По одной из версий, столь неподходящее название было рекламным, с целью привлечь больше поселенцев. По другой версии, в те времена на острове действительно было много растительности. В период своего рассвета колония викингов насчитывала около 400 домов, в которых проживало 5000 человек. Последние сведения о них относятся к началу 15 века. Историки считают, что они так и не смогли адаптироваться к суровому климату Гренландии. В средние века датчане снова начинают совершать морские экспедиции, пытаясь основать в Гренландии свои поселения. Активно развивался китобойный промысел, которым кроме датчан занимались здесь англичане и норвежцы. В 17 веке на территории острова стали распространяться первые деньги. Датской администрацией Гренландии выпускались банкноты в риксдалерах и риксбанкдалерах. Монеты в основном завозились из континентальной Европы и были мало распространены. Да и вообще на острове преимущественно осуществлялся натуральный обмен. Несмотря на свои размеры, остров даже сейчас практически безлюден. А в конце 19 века в подконтрольных Дании гренландских поселениях и вовсе проживало всего 10 тысяч человек. Для обеспечения денежного обращения торговое общество периодически выпускало банкноты, номинированные по аналогии с метрополией. В конце 19 века несколько горнодобывающих компаний выпускали свои собственные валюты-токены. Они чеканились в основном из цинка и использовались на территории предприятий для внутреннего товарооборота. В 1926 на монетном дворе в Копенгагене была выпущена примечательная серия гренландских региональных монет. В центре композиции аверса располагался герб Дании, на обороте идущий белый медведь, главный символ острова. Собственные деньги стали весомым патриотическим знаком обретения Гренландии своей национальной идентичности. В материальном отображении появилась государственная символика. В те годы для колоний было принято делать монеты с отверстиями. Так поступали, например, французы и британцы в своих азиатских и африканских колониях, в то время как на гренландских монетах отверстий не было. Во время Второй мировой Дания потеряла фактический контроль над Гренландией. В апреле 40-го, после оккупации Дании Германией, правительство США заявило о распространении на Гренландию доктрины Монро. И 9 апреля 41-го посланник Дании в Вашингтоне подписал с американским правительством соглашение об обороне острова. Этот пакт позволял Соединенным Штатам размещать войска, строить базы и свободно действовать на территории острова. С 41 по 45 Соединенные Штаты создали многочисленные объекты для воздушного и морского сообщения, а также радиомаяки, радио и метеостанции, порты, склады, артиллерийские посты и военные базы. В 44-м в обращении на острове появились 5-кроновые монеты, выпускаемые в Соединенных Штатах, на монетном дворе в Филадельфии. Монеты очень похожи на предыдущие, с изображением белого медведя на аверсе. Считается, что они чеканились специально для американских военнослужащих. После окончания войны Дания ожидала, что США выведут свои войска.
Однако американцы придерживались совсем другой позиции, рассматривая послевоенные угрозы со стороны Советского Союза как продолжение опасностей для безопасности западного полушария. В 1946-м Соединенные Штаты предложили купить остров у Дании за $100 миллионов золотом, но Дания отказалась его продавать. После завершения Второй мировой, в 1953-м колониальный статус Гренландии был ликвидирован, и она стала полноправной частью датского королевства. Тогда же гренландцы впервые получили своих представителей в парламенте. В 50-е на острове начинается массовая кампания по борьбе с туберкулезом, отраженная на первой памятной серебряной монете тиражом 200 тысяч экземпляров. На аверсе изображены профили датских короля и королевы. На реверсе размещена карта острова с названием на гренландском языке. Появились и разменные монеты в новом дизайне. С реверса исчез медведь. Его заменило обозначение номинала по центру в венке из роз. На реверсе расположились герб Дании и Гренландии под королевской короной. В 1967-м эмиссия денег Гренландии прекращена. Денежно-кредитная политика была объявлена единой для всей страны. Таким образом, датский Нацбанк является центральным банком всего королевства, а датская крона – единственной валютой. В 1978-м остров получил автономные права. Автономия была провозглашена государством народов инуитов. У Гренландии официально появились свои государственные символы. На гербе был изображен тот самый белый медведь с первых монет. Согласно референдуму 2008 года, была провозглашена расширенная автономия. 75% населения на референдуме проголосовало за возможность объявления независимости в любой момент. Копенгаген признал закон о самоуправлении, то есть не будет возражать против объявления независимости. За Данией остается лишь внешняя политика, оборона и денежная система. Формальным главой острова остался датский монарх. Но в последние годы участились разговоры о новом, уже американском хозяине Гренландии с баварскими корнями. Еще в 19 веке госсекретарь Уильям Генри Стюарт изучал возможность покупки Гренландии в 1867. Однако оппозиция в Конгрессе США отклонила его проект, предпочтя купить Аляску у России. Претензии штатов развивались от ранних исследовательских экспедиций и дипломатических предложений до сложных геополитических маневров в эпоху Холодной войны. В наши дни США по-прежнему заинтересованы в Гренландии. В регионе находятся графит, мрамор, бурый уголь, обнаружены месторождения свинцово-цинковых и урановых руд. Выявлены запасы нефти и газа. Ледниками покрыт 81% острова, но с таянием льда раскрываются и новые месторождения. К тому же стратегически остров выгоден в качестве базирования как авиации, так и флота. В августе 19-го президент США Дональд Трамп предложил купить Гренландию, что вынудило премьер-министра Кима Кельсона выступить с заявлением: Гренландия не продается и не может быть продана, но Гренландия открыта для торговли и сотрудничества в военном и экономическом плане с США. Население острова всего 55 тысяч человек. Подавляющее большинство проживает на юго-западном побережье, где сосредоточены крупные города. Занятия населения чаще всего охота и рыболовство. Экономика также в большей степени зависит от экспорта рыбы, китобойного промысла, текстильного производства и существенной поддержки со стороны датского правительства, которое обеспечивает около половины государственных доходов. Именно поэтому гренландцы не торопятся получать полную независимость. Недостатками местной экономики остаются очень высокие цены на все товары первой необходимости, от картофеля до автомобилей, высокие налоги, а также удаленность от развитых регионов. В декабре 2024-го Трамп вновь выступил с предложением о покупке Гренландии. Новый датский премьер также ответил, что остров не продается. 4 января 2026 года, после военной операции США в Венесуэле, Трамп вновь заявил о желании приобрести Гренландию, утверждая, что США нуждается в острове для национальной безопасности. Посмотрим, чем в итоге закончится гренландский конфликт. Быть может, уже совсем скоро будет введен новый гренландский доллар.